10 обращений по выходу диких животных к людям поступило от жителей Коми за летний период. В основном они жаловались на волков. Сигналы поступали из Усть-Вымского и Книжпогосского районов, а еще из местечка Дырнос, что под Сыктывкаром. Напомним, в августе на эжвинских дачах волки задрали собаку. А в Усть-Вымском районе фермер не досчитался аж 10 бычков. Славный ужин выдался у серых. Впрочем, хищников можно понять. Прошедшее лето не баловало их пропитанием. Год был особенно жарким и засушливым, который характеризовался также низким уровнем воды в водных объектах. И эти факторы негативно сказываются на кормовой базе хищников. Поэтому в этом году у них особенно повышенный интерес к домашним животным на территории населенных пунктов, на территории дачных товариществ и обществ. И хотя для нашего региона выход диких животных довольно типичное явление, оно все же требует особого внимания со стороны должностных лиц. Сегодня в республике числится 744 волка. Это меньше по сравнению с прошлым годом, тогда было 807. С начала года в республике охотники добыли 200 хищников. Самыми волчьими районами являются южные муниципалитеты – Удровский, Прилузский, Сысольский. А на севере волков практически нет. При этом, чтобы волки не беспокоили людей, в лесах республики должно насчитываться не более 600 серых. Напомним, охота на них открыта с 1 августа, а продлится она до 31 марта. Тем, кто добудет дикое животное, Минприроды выплатит премию 20 тысяч рублей. Что же до выхода волков в населенные пункты, то здесь не мешало бы и самим гражданам быть ответственнее. К примеру, не оставлять своих четвероногих питомцев на привязи у дома. Вы взяли собаку, зачем вы ее держите на привязи? Какую-то ответственность должны нести гражданин, который взял собаку. Все, если он жалко ему собаку, кто-то домой запускает, кто-то вольеры строит. Ну, никак же на привязи. У нас в Затоне был случай, так волк приходит, он в первую очередь будет на привязи. Зачем он будет бегать по лесу за зайцем там, или за какой-то живностью, если он видит, что собака вот сидит для него, грубо говоря, жаркое, он подойдет и покушает, скушает эту собаку. Ему легче, он не будет никак по-другому охотиться. А как только мы это исключим, все, я думаю, волк перестанет приходить. В Минприроды Коми советуют, при появлении волка в населенном пункте нужно связаться с администрацией поселения, собрать охотников и совместно решить вопрос отлова дикого животного.